А этот блок я бы хотела начать со следующего информационного сообщения. Именно сегодня, 8 ноября, год назад, завершилась Вторая Карабахская война, также известная как 44-дневная национальная освободительная война Азербайджана за освобождение Карабаха. Операция по деоккупации территории Карабаха, которую в тот период никто не ожидал, поначалу многие отнеслись к событиям 27 сентября 2020 года как к очередному пограничному конфликту, как очередной эскалации между Азербайджаном и Арменией. Между тем, уже в первую неделю боевых действий стало понятно, что это не просто приграничный конфликт, а полноценная военная операция, которая кардинально изменила ситуацию и баланс сил на Южном Кавказе. С нами сейчас на прямой связи Фарис Исмаилзаде, директор внешнеполитических программ Дипломатической академии Азербайджана. Я предлагаю вместе его поприветствовать. Фарис бей, мираба, ассаляму алейкум. Добрый вечер, салам алейкум. Очень рад вас видеть. Взаимно мы вас также поздравляем с годовщиной освобождения и деоккупации карабахской территории. И сегодня нам интересно, как сегодня непосредственно происходит реинтеграция Карабаха в Азербайджан. Расскажите подробнее, какие программы уже задействованы и имплементируются в Карабахе. Огромное спасибо за приглашение и спасибо большое за поздравления. На самом деле это великая победа не только азербайджанского народа, но всего тюркского народов тюркского сообщества. Я знаю, что наши друзья в Турции, в других тюркских странах очень радуются за нас, потому что впервые, может быть, впервые за последние 100 лет тюркские народы смогли сплотиться, и азербайджанский народ показал свою волю. И мы смогли доказать, что Карабах — это исконно азербайджанская земля, мы можем ее защищать, мы можем ее освобождать. И сегодня тысячи людей, тысячи азербайджанцев, наших друзей из других стран вышли на улицы в Баку, празднуют большую победу и годовщину этой великой победы. Сегодня в Карабахе происходит очень много восстановительных работ. Буквально за 8 месяцев был построен очень современный аэропорт, международный аэропорт Физули. Еще 2 новых аэропорта строятся. Строятся тысячи километров новых дорог, электростанций. Наше видение по Карабаху, видение азербайджанского правительства — это полностью восстановить эти земли, разминировать эти земли, восстановить жилые поселки, переселить туда беженцев. Как вы знаете, у нас около 1 миллиона беженцев и внутренних переселенцев. То есть видение будущего Карабаха — это мирное сосуществование, это восстановление, это инфраструктура. И буквально за короткие сроки очень много было проделано, новые железные дороги строятся. И что очень важно, что одним из самых крупных элементов карабахского восстановления — это восстановление транспортной артерии между Турцией и Средней Азией и Кавказом, что будет проходить через Зангезурский коридор. А скажите, а как сформирована власть сейчас в этом регионе и сформирована ли она вообще? Есть ли это приезжие из Баку люди в Карабахе участвуют в управленческих вопросах, или же из числа местных жителей организованы и сформированы органы местного самоуправления? Допущены ли к органам местного самоуправления этнические армяне, проживающие в Карабахе? А вы знаете, те земли, которые были освобождены и сейчас находятся под контролем Азербайджана, мы были шокированы, насколько они все разрушены. Буквально все поселки, все города снесены до нет. То есть там не осталось никаких жилых помещений. И, в принципе, приходится все это заново строить, заново восстанавливать. Единственное, что в городе Шуша, который является горным городом, остались некоторые помещения, и там работает спецпредставительство президента Азербайджана. Туда назначен спецпосланник, и там ведутся интенсивные восстановительные работы. В принципе, компании, которые там работают, привозят рабочую силу из Баку, из других городов Азербайджана. Но в дальнейшем, уже в ближайший год, я думаю, Азербайджан планирует переселять бывших беженцев туда, как только произойдет разминирование, как только построятся новые дома. Уже в Зангелане построили первый Smart Village, то есть первые восстановительные работы начались.
И, в принципе, те беженцы, которые хотят вернуться, в ближайшем времени получат эту возможность. Я также хочу сказать, что по поручению президента наш университет значит, подготовил специальный проект «Соцопрос среди беженцев». И мы опросили около 2000 семей, скажем так, выборочно. И большинство из них, конечно, очень хотят вернуться в свои родные поселки, родные села. И я думаю, в этом направлении будут работать и правительственные структуры. И очень важно туда привлекать иностранный бизнес, иностранные инвестиции. Мгм. А что же касается армян, которые остались в Карабахе, на данный момент Азербайджан предлагает интегрировать этих армян. Их не очень большое количество, около 20-25 тысяч. Мы хотим, чтобы они стали полноценными гражданами Азербайджана, приняли азербайджанское гражданство. И в дальнейшем они тоже будут вовлекаться в бизнес-проекты, в восстановительные работы. Многие из них показывают какой-то интерес к экономическим проектам в регионе. Я думаю, в дальнейшем, как только Карабах будет восстанавливаться, армяне и азербайджанцы смогут вместе работать и вместе сосуществовать в мирных условиях. То есть правильно ли я понимаю, что пока паспортизации армянского населения в Карабахе и в Нагорном Карабахе нет? На данный момент, к сожалению, нет, потому что армянское население сейчас живет достаточно изолированно. Там расположены, вы знаете, и российские миротворческие силы, Да. и очень мало контактов. Но Азербайджан, правительство Азербайджана призывает армян к реинтеграции. И мы знаем, что российские миротворческие силы останутся там только еще на следующие 4 года. И поэтому эти 4 года надо использовать для того, чтобы мирным путем армяне также были реинтегрированы в Карабах и в азербайджанскую территориальную целостность. А какую роль так называемые российские миротворцы в Карабахе сейчас выполняют? И какова вероятность того, что через 4 года русские оттуда выйдут? На данный момент российские миротворческие силы способствуют тому, что активные военные действия прекращены, соблюдается режим прекращения огня, и как бы они служат тому, чтобы провокаций не было со стороны сепаратистов. Но в то же время я считаю, что это временная все-таки миссия, и Азербайджан надеется на будущее региона без иностранных миротворцев. Мы думаем, что все-таки армяне и азербайджанцы могут мирно сосуществовать, и для этого есть все предпосылки, и восстановительные работы ведутся, экономические возможности, и инвестиции Азербайджана. Я думаю, что в целом Азербайджан видит будущее региона без иностранных военных войск и военного присутствия. Я так в целом думаю, что такая позиция. Фаризбе, а как вы считаете, вот какова вероятность возможной эскалации конфликта и возобновления, собственно, этого масштабного конфликта? Мы видим, что несмотря на те огромные внутриполитические проблемы, которые есть в самой Армении, тем не менее там сохраняется такое радикальное реваншистское крыло, которое бы хотело снова завоевать и забрать карабахскую территорию. Вот есть ли такая вероятность? Вы знаете, вы совершенно верно сказали, в Армении есть очень много политических партий, которые очень радикально настроены, они поддерживают реваншистские взгляды. Это, конечно, не способствует установлению мира. Мелкие провокации бывают со стороны сепаратистов, стреляют в сторону азербайджанских войск. Очень большую проблему еще создают мины, которые сепаратисты оставили. Но в целом я хочу сказать, что будущее Армении, и это, наверное, премьер-министр Пашинян понимает, будущее Армении — это в мирном сосуществовании с соседями, с Турцией в первую очередь и с Азербайджаном. Это открытие границ, открытие коммуникаций. Вы знаете, что все эти 30 лет Армения была в большой изоляции, граница с Азербайджаном и граница с Турцией заблокирована, нету торговли, нету коммуникаций. И Армения не может развиваться, экономически развиваться. Поэтому, я думаю, здравомыслящие партии и политические круги понимают, что будущее Армении, будущее армянского народа — это нормализация отношений с соседями, это мирные проекты, мирные коммуникации, открытие транспортных артерий. И в этом-то и заключается красота Зангезурского коридора, что она объединяет не только Турцию с Кавказом, Турцию с тюркским миром,
но она создает для Армении возможности выйти на международные рынки через Турцию, через Азербайджан, восстановить железнодорожные проекты, автомобильные магистрали. Я думаю, что все-таки мы надеемся, что за эти 4 года, пока российские миротворцы там, армяне поймут важность сотрудничества и наладится экономическое сотрудничество между нашими странами, и безопасность в регионе будет поддерживаться благодаря нашим силам, а не иностранному контингенту. Если мы обсуждаем эту ситуацию с геополитической точки зрения, Фаризбей, как вы считаете, как национально-освободительная война за Карабах повлияла на изменение, на баланс сил в этом регионе и на Южном Кавказе? Очень сильно поменяла баланс. Мы знаем, что на данный момент фактически Южный Кавказ попал под влияние двух региональных держав, но влияние это может быть громко сказано, но, по крайней мере, Россия и Турция являются гарантами безопасности и прекращения огня. Турция очень сильно усилилась в регионе. Вы знаете, что раньше Турция участвовала активно в энергетических проектах Каспийского региона. С помощью Турции Азербайджан, Казахстан и другие страны выходят на международные рынки. Но на данный момент Турция также и в военном смысле, и в политическом смысле очень сильно присутствует на Кавказе. А также усилились позиции Израиля. Произошли небольшие изменения в балансе сил. Иран, я думаю, чувствует себя ослабленным. Иран чувствует себя изолированным от процессов. Также я бы сказал, что западные державы потеряли небольшое влияние, потому что Минская группа, где Франция и Америка активно участвуют, они сейчас в пассиве сидят. Минская группа фактически не предлагает новые модели для будущего Карабаха. Я думаю, что в будущем роль Турции будет усиляться не только в Кавказе, но и в Центральной Азии, в Каспийском регионе. И в целом большое пространство Евразии попадает под сильное влияние Турции. И это, в принципе, позитивный шаг, позитивный сигнал для стабильности региона. Ну, мы понимаем, что основными переговорщиками в этом ключе во время войны были Россия и Турецкая Республика. Вот как вы считаете, в какой момент турки заняли более доминирующую позицию в этом пасьянсе? А вы знаете, Турция всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана, Турция всегда помогала Азербайджану модернизировать свою армию. Но когда в июле 2020 года армяне напали на Товузский регион Азербайджана, и это регион, где проходят главные региональные энергетические проекты, это и газовые трубопроводы, и нефтяной трубопровод, и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, это был сигнал того, что армяне нападают не только на Карабах, но и на другие регионы, и это может повлиять на ослабление позиции Турции. Я думаю, в тот момент Турция тоже поняла, насколько опасна армянская экспансия. И я думаю, что вот летом 2020 года Турция приняла решение очень активно поддержать Азербайджан, поддержать военные действия Азербайджана. И политическая поддержка Турции именно помогла в конце концов освободить Карабах. Украина во время национально-освободительной войны Азербайджана за Карабах дипломатически, политически, всячески поддерживала Азербайджан. И, в принципе, Украина Азербайджан определила для себя как стратегического партнерства. Знаете, что у нас идет война с Россией, наши территории оккупированы, идет война на востоке Украины, полуостров Крым находится под оккупацией. Вот в случае некой эскалации или вторжения России в Украину и более широкомасштабной войны, поддержит ли Украину политически, дипломатически Азербайджан и Турция? Вы знаете, я недавно читал заявления турецких политиков, дипломатов по поводу Крыма, причем это было сделано на фоне эскалации ситуации в регионе. Я думаю, что Азербайджан и Турция всегда будут поддерживать Украину, всегда будут поддерживать территориальную целостность Украины. Для нас Карабахский конфликт, он не только конфликт между Арменией и Азербайджаном, но он также пример других этнических, сепаратистских конфликтов в регионах Кавказа и бывшего Советского Союза. Это та же самая Абхазия, Осетия.
это и Крым, и Приднестровье. Все эти конфликты, они связаны между собой, они очень похожи. И поэтому мы очень сочувствуем украинскому народу. Мы понимаем, что украинский народ тоже понимает, насколько то, что произошло в Карабахе, как бы близко к сердцу воспринимает у себя дома. Поэтому мы очень надеемся, что в ближайшем будущем территориальная целостность Украины тоже будет восстановлена. Это, безусловно, должно быть. И Турция и Азербайджан всегда будут поддерживать именно эту политику, что и недавно было высказано со стороны премьер-министра Эрдогана и министра иностранных дел Турции, что поддержка Украины в этом вопросе безусловна. Çok sağ olun, Фарис Бей, что нашли время и подключились к нам в эфир. Фарис Исмаилзаде был с нами на прямой связи из Азербайджана, директор зовнішньополітичних програм Дипломатичної академії Азербайджану.